Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на втором выпуске цикла подкастов о национальной идее в искусстве Казахстана. И сегодня мой гость, известный казахстанский художник, член Союза художников Казахстана, лауреат Государственной премии «Дарын», премии «Патриот», лауреат фонда первого президента Республики Казахстан, мой коллега, преподаватель Казахского национального университета искусств Бейбут Асемкул. Саляматсыз ба, Бейбут. Я вас очень благодарю, что вы выделили свое время и пришли ко мне на эфир, потому что этот цикл подкастов мне очень дорог. Это такое мое первое начинание, первое мое творение в таком формате на открытом YouTube-канале. В принципе, изначально этот цикл подразумевался как один из методов в моей диссертации. Я сейчас пишу диссертацию на тему национальной идеи. Это, скажем так, эмпирический метод. Поэтому, как мой учитель Ерких Халед Ахмадович говорил, почетно быть в первых числах и в последних. И вы как раз в первых. Спасибо за приглашение. Я очень рада, что мы сегодня с вами поговорим. Я постараюсь быть краткой. И сразу перейду к делу, если можно. Как всем известно, сейчас вообще понятие национальной идеи в тренде. И когда вот сейчас я столкнулась с этим и изучаю многие исследования, труды, столкнулась с тем, что нигде вот конкретно нет четкой формулы. Что же такое национальная идея? Вот что для вас национальная идея, как для художника? Если отталкиваться, так скажем, более развитых стран, да, тот же США, то есть у них акцент делается на что? На интеллектуальные умы, на интеллектуальных людей, то есть отталкиваясь от этого, соответственно, Америка сейчас считается как один из развитых стран мира. То есть, если так посудить и говорить откровенно, сидят ли у нас, так скажем, правительстве люди, которые ведут за собой, так скажем, народ или какую-то идею. В этом, конечно, можно долго говорить, но и при этом мне так не кажется, что вообще цель, так сказать, поставленной цели в плане именно идеи, идеологии, к сожалению, нет, по моему ощущению. Почему? Потому что наглядно, опять же, тому те случаи, которые буквально было вчера, так скажем, да, то есть почему народ вышел, да, опять же, тема Хантара. Это все говорит о том, что нет никакой идеи, в принципе. Возможно, если бы он был, то значит, он не работает, значит, что-то нужно менять. То есть, возможно, надо все-таки, да, подумать о том, что нас в самом деле интересует. А здесь как бы затрагивается такой вопрос, что так как мы Казахстан, и у нас живут не только казахи, то есть и разные народности, то есть в интересах, к примеру, опять же, национальной идеи выходили, в моем понимании, как я ощутил, это только казахи. То есть, если мы сейчас говорим о Казахстане, то, к сожалению, об этом сейчас еще рано говорить. То есть сейчас идея и вопрос идеи в целом, вот этой темы, которую вы затронули, очень важна. Она интересует, в моем понимании, как я чувствую, это только нас почему-то. Вы считаете, что национальная идея, она должна объединять не только, в смысле людей казахской национальности, а в целом народ Казахстана? Да, потому что в нашем же понимании Казахстан, он же не состоит только из казахов. То есть у нас живут, слава богу, столько народов, тем более мы в период войны никому дверь не закрываем. То есть это говорит о том, что мы в целом, как казахи, щедрая душа, которая, в принципе, позволяет, да, то есть даже в таких случаях, когда обходить острые углы и принимать и принять всех такими, какие они в принципе есть. Это показывает нас больше как казахов, а не казахстанцев. То есть это, опять же, если глубоко копнуть, то да, история тоже говорит о том, что даже после Второй мировой войны и до, то есть мы всегда всех принимали и понимали, как-то старались показывать тогда больше, наверное, ту самую идею
где мы больше являемся, ну как, таковыми, какими есть, мы сейчас потихонечку начали терять. То есть я к чему это говорю? То есть мы к этому идем, и как раз таки мне кажется, чтобы это случилось, нужны какие-то изменения. Мы все время говорим о том, что да, что много засиживаются. Мы теперь сейчас говорим о новом Казахстане, то есть, но проблемы какие-то основные до сих пор не решены, и мы как-то все-таки во что-то верим, но во что конкретно мы верим, немножко абстрактно. А для того, чтобы это абстрактно решить, мне кажется, все-таки надо больше прислушиваться к народу, в том числе не только казахам, конечно, но так как основные проблемы понимают казахи, соответственно, по количеству людей больше казахов. Надо прислушиваться, наверное, все-таки. И молодежи надо прислушиваться. Опять же, сейчас идет, впереди у нас будет поправки, так скажем. Опять же, формирование чего конкретно. Опять же, первый вопрос стоит языка. И этот язык, почему он сейчас проблема поднялся на фоне. Да, копнуло, наверное, все-таки то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, этот вопрос идентичности, языка, национальности. Но, опять же, самой темы национализма, он сейчас, в принципе, практикуется как... То есть это нормально. То есть вообще речи нету о нацизме, да, то есть это совершенно разные вещи. Но если мы хотим сохранить, опять же, нашу идентичность, идти к чему-то, опять же, вами заданный вопрос, как-то его решить, мы все-таки, раз практика показывает, что это больше волнует казахов, возможно, мы должны побороться за свой язык, формирование, чтобы наш казахский язык был единственным в нашей конституции как основной. И вообще я считаю, что наш язык должны уважать все. Опять же, Казахстан случится тогда, когда все люди и народы, которые у нас живут, начнут наконец-то изучать этот язык. И вот тогда, наверное, я ощущу вот этот Казахстан, в моем понимании, что мы не только казахи живут здесь, и другие народности. А потому что, когда мы говорим Казахстан, но при этом мы понимаем, что это язык никому не нужен, кроме казахов, то тогда я не воспринимаю как Казахстан для всех. Значит, Казахстан для казахов. Да, то есть он как бы не целостный, да, в вашем понимании. Я поняла вашу точку зрения и сразу задам вам такой вопрос. Вот сейчас, раз уж вы коснулись этой темы январских трагических событий, и в 1986 году, да, нас постигла такая же участь, когда молодежь вышла, Кстати, да. Да, на площадь. Это был декабрь 86-го, пусть нам с вами был всего годик, да, на тот момент. Но по истории мы этот момент очень хорошо знаем и запомнили. Сейчас у многих исследователей есть такая точка зрения, что тогда молодежь тоже вышла за национальную идею. Так получается, что национальная идея и идея независимого Казахстана, они общные или это разные понятия? Вот ваша точка зрения. Все-таки, да, 86-й год. Вообще, если так подумать, такое ощущение, как будто это все повторяется. То есть, с периодикой, да, во сколько-то лет? Да, допустим, сколько лет прошло, но вот этот метод давления, метод удушения, да, всего, чего хочет именно казахи, почему-то это все повторилось. И опять же, по моему ощущению, это мое мнение, что та же школа, которая, так скажем, агрессивная, которая в 86-м году, мне кажется, в этот раз тоже повторилась именно с приглашением. То есть извне. Извне, потому что мы до сих пор не можем понять, кто есть террористы, а глубоко даже думать не стоит. В принципе, если так подумать, это были, возможно, та же самая школа. Просто это повторилось, вот и все. А вообще, в целом, общий, да. Вот я говорил же, то есть идеи, и вот то, что волнует конкретно казахов, что-то другое, а живущих в других народностях почему-то их не волнует. Обошло стороной. Да, и, соответственно, в общности какой-то нету абстрактной. У нас есть конкретные понятия. Вот, мы хотим это, казахи хотят конкретно вот этого, а почему-то другие особо к этому интереса и, в принципе, каких-то своих как бы стараний не показывают. Возможно, конечно, я не могу сказать, что все они такие, но есть среди них и патриоты, но почему-то в малом количестве. А как вы думаете, вообще от чего зависит сохранение национальной идеи страны? И для чего нам сохранять национальную идею?
Ну, это очень важно. Во-первых, вообще Всевышний всех создал как бы разными для того, чтобы мы понимали, как-то принимали, вжились в этом мире. То есть, соответственно, мы как бы должны понимать корень, откуда идет, кто мы есть на самом деле, какие у нас качества, какие у нас способности. То есть, по моему ощущению, мы до сих пор не можем раскрыться как народ казах, да, который не мог никак раскрыться в плане, так сказать, я бы сказал, расцвести. То есть мы только у нас, наверное, вот наконец-то, возможно, цветок дал корень, ну, то есть как-то заново, возможно, он был, отрубили, теперь заново разрастаем, потому что корень сохранился. То есть он очень важен, потому что, во-первых, нам всего лишь 30 лет, да, то есть за этот период, конечно, сложно говорить, что вот мы как бы отстояли свои права, мы живем в независимом мире, в государстве, то есть, ну хорошо, но слава богу, что у нас есть вообще государство, да, то есть, что у нас есть независимое свое государство. Но, опять же, в интересах правления, правительства, опять же, людей, так скажем, возможно, элиты, да, насколько они заинтересованы в этом, насколько заинтересован сам президент Республики Казахстан. Тот же президент предыдущий, каким он был, что он такое сделал, чтобы мы к этому шли, какие вопросы он решил и вообще к чему мы пришли, и какая задача стоит теперь у нынешнего президента. То есть, и эти, в принципе, вопросы, нам нужный вопрос, который мы сейчас задали, то есть решается, мне кажется, все-таки в интересах правительства, того же президента. Если президент умеет слушать народ, я считаю, что мы сохраним свою идентичность. Мы, возможно, раскроемся как народ, потому что наш народ, казахский народ, очень талантливый. До сих пор мы еще изучаем свои корни, до сих пор мы полностью не раскрылись. Потенциал у нас очень большой. Вы сами знаете, как музыкант, сколько у нас талантливых ребят. Я как художник знаю, сколько у нас очень способных, дальновидных, очень интересных, перспективных молодежь, которая растет. На самом деле на них смотришь и думаешь, их все время нужно поддерживать. А для того, чтобы это все росло, пришло к чему-то, на самом деле, чтобы цветок расцвел, все-таки я считаю, что не только народ, но и в правительстве даже сидят такие люди, которые болели за интересы своего народа, свои корни, свои истории, свои идентичности. Вот тогда мы, возможно, сохраним, и, возможно, мы вправду войдем, так сказать, нашим долгожданным порядок 50 развитых стран мира. Ну, дай бог. Вы знаете, у меня, по-моему, сейчас, наверное, мои зрители смотрят и думают, что у меня талант приглашать на эфир гостей. Вот на первом выпуске у меня в гостях была Мируэт Курмангалиева, вы не поверите, настолько общные ваши вопросы, несмотря на то, что вы не знакомы между собой. Мы же народ все. Да, вот, видимо, наша творческая интеллигенция, ну, а мы с вами являемся творческой интеллигенцией, да, представителями. Қазақтар айтады ғой, сөзіміз ойымыз бір жерден шығады деп. По-моему, это точно так, потому что я вас слышу и прямо провожу параллели. Вот. И еще один вот такой вопрос. Сейчас я вам пока задаю вопросы, которые я планирую задавать разным деятелям искусства, чтобы просто понять точку зрения. Программы государственные, Мәңгілік ел, Рухани жаңғыру, как вы думаете, они вообще имеют в основе нашу национальную идею? Или это такие более политизированные проекты для народа? Так, ну так как этот проект был реализован предыдущим президентом, я считаю, конечно, больше политизирован. Потому что было то, что до, соответственно, понимаем, что в основном был акцент на... Но вообще в целом мне нравится это название Мәңгілік ел, такой патриотичный, Рухани жаңғыру. Смотри, как ты понимаешь, да? Кто-то почему-то в этом видит насмешку. Ну, в моем понимании, в моем названии очень классные такие. Но, опять же, не могу не рассказать одну историю, связанную с программой Рухани жаңғыру. При фокусе Казахстана была возможность выехать за границу. То есть был отбор среди художников. И после всего запланированного проект почему-то до конца не реализовался. То есть это был очень большой, интересный проект.
где, к сожалению, играла большую роль коррупция. Об этом нужно открыто говорить. И до сих пор судится, я так помню. До сих пор людям деньги не оплатили. То есть, опять же, вот это вот жап-жақсы бағдарламаны, так сказать, испортили. Да? То есть, вообще, именно в нашем направлении вот был хороший проект. Где-то что-то реализовался, а где-то основной нет. К сожалению, вот вроде шло нормально, потом, как говорится, на полпути. К сожалению, вот такой был. Вы знаете, на момент вот как раз реализации программы «Рухани Жаңғыру» я занимала должность руководителя отдела культуры города Степногорска. Я прям столкнулась с «Рухани Жаңғыру» в рабочем режиме. В целом эта программа, да, как и вы, я считаю, что она должна была быть очень эффективной, но и все-таки из всех направлений в этой программе мне одно направление очень сильно запомнилось. Это восстановление наших вот сакральных объектов Казахстана. Да. Вот в рамках этого направления «Рухани Жаңғыру» очень много сакральных объектов были восстановлены. Даже не будем ходить далеко, мы с семьей вот каждый год летом стараемся съездить на родину Абая, потому что я сама семейден, как говорится, руым тобықты, Абайдың руы. И вот мы были в Семипалатинске, вот как раз-таки Абайдың жерінде до и были после. Вы знаете, элементарно даже в этой пещере Қоңыр-Әулие сделаны раздевалки, проведен свет. До этого там, значит, народ должен был там оплачивать бензин, включался какой-то мотор, знаете, вот, ну как в средние века, я не знаю. Сейчас это настолько все сделано круто, настолько сейчас QR-коды на памятниках. Кеңлі-Кебек подъезжаешь, можно, если интернет есть, пикнуть QR-код. Но, к сожалению, интернета не все связи ловят. QR-код можно пикнуть, прочитать. То есть для иностранцев, да, для людей, которые издалека едут на родину Абая, для них это прям, ну, прям очень ценно. Вот это направление «Рухани Жаңғыру» я очень хорошо запомнила. Ну, а если говорить о других направлениях, вы знаете, нам очень долго, на тот момент я была государственным служащим, нам очень долго объясняли, что такое «Рухани Жаңғыру». Знаете, некоторые даже до сих пор и не поняли. Вот в чем проблема. То есть сакральные объекты Казахстана, да, вот это направление, оно было, мне кажется, реализовано. Но по Казахстану очень много сакральных объектов, но самые крупные были восстановлены. Надо это отметить, сказать и гордиться этим. Ну, а к сожалению, в некоторых моментах «Рухани Жаңғыру» ограничивалась только тем, что повесить вот эти вот горящие буквы «Рухани Жаңғыру». И чтобы ночью они горели, вот эта вот вывеска, знаете. И все на этом. То есть дальше город не пошел, к примеру. Просто, видите, мне показалось, что да, вот когда мы что-то хотим сделать для народа, это нужно обязательно, так сказать, концептуально, возможно, как-то коротко объяснить. То есть цель какая? Простыми словами. Простыми словами, да, чтобы тысячу раз не задраться, что это вообще конкретика должна быть. И все, и человек понимает, для чего это делается. И, возможно, ты какую-то свою лепту внесешь. Может, какие-то коллаборации произойдут, да? Ну, то есть для народа, наверное, надо писать так. Да, в рамках программы «Рухани Жаңғыру». Там, не знаю, поставить 10 национальных опер. Там провести, ну, я уже утрирую, провести там 5 крупных выставок казахстанских художников. Там это вот музыкантов затронули, художников затронули. Там, я не знаю... Все, что касается культуры. Выпустить там, не знаю, 50 книг казахских поэтов-писателей. То есть какое-то, наверное, количественное и качественное какой-то... Ну, при этом качественный, да. Да, количественный, качественный какой-то вот минимум, который мы должны были выполнить. Есть ощущение, да, что не сильно вот разбрасываться. Да. То есть прямо написали красиво, но практически. Что мы сделали практически? Да. В библиотеке завезены были какие-то книги. Жартсын халық қарамайды. Да, вообще библиотеки сейчас у нас, да, они суперские. Сейчас инновационные технологии. Вот я сейчас обучаюсь в Академии хореографии. Наши библиотеки, боже, вы знаете, ну я как бы пока не поступила, так часто не была гостем библиотеки. Я когда вошла в эту библиотеку, я была просто приятно удивлена, насколько сейчас это все развито. Там и компьютер, и интернет. Пожалуйста, вот найди информацию, какую хочешь, скачай, распечатай, все для тебя.
Но, к сожалению, сейчас вот обычное население, которое там, не знаю, не студенты, не магистранты, не докторанты, они не пользуются библиотеками. Это тоже наша проблема какая-то общая. И, кстати, вот эта моя тема, наболевшая национальная идея, это все про это. И вот мы с вами сейчас об этом говорим. Ну, если мы сейчас с вами немножечко поговорили о национальной идее в целом, теперь я хотела бы все-таки задать вам пару вопросов вот конкретно как художнику, казахстанскому художнику. Вот как вы считаете, Бейбут, какой жанр изобразительного искусства может служить выражением национальной идеи? Вот, например, у нас в музыке, да, вот күй, симфонический күй, вау, это национальное. А как вот в изобразительном искусстве? Ну, если мы говорим о казахском, то, конечно же, по моему ощущению, это прикладное искусство. Почему? Потому что все наши бабушки, дедушки, все, что было связано с ручной работой, это все именно шерсть, да, бралось это именно тех животных домашних, которым они, в принципе, ежедневно пользовались, сталкивались. То есть те же текеметы, баскоры, те же сармак, тускиз, то есть элементарные вот чапаны, то есть это все как-то больше прикладное, по моему ощущению. И в принципе, я считаю, что да, это направление тоже нужно развивать у нас в целом. Это возможно даже я считаю, что вот к большому сожалению, кстати, из школьных программ убрали изобразительное искусство. То есть я слышу, что нету сейчас труда, хотя обратно возвращают, не знаю, но как можно было... Мне вот интересно, окей, наши дети... Мы все время хотим, чтобы наши почему-то дети стали умными, занимались бизнесом, все время говорим о экономике. Извините меня, если в человеке нету какого-то культурного, не знаю, качества внутри, хоть ты Гарвард 1000 раз заканчивай, если у человека вот этой вот культуры нету внутри, он приведет завтра опять же, то есть опять 25. То есть почему у нас так развита коррупция? Это говорит о том, что внутри человек очень духовно обнищен, и, соответственно, у него культуры очень мало. Да, он закончил Стэнфорд, он... По-английски говорит лучше, чем да, чем казахский. То есть, сейчас да, очень много такой да, но когда у него нет качества патриотизма, плюс нелюбовь к народу, и плюс какого-то культурного важного качества, да, духовного, извините меня, то мы далеко не пойдем. То есть вообще... Я за то, чтобы вернули именно изобразительное искусство. Почему? Потому что, да, ребенок, в принципе, он же учится, и так у них все загружено. Но когда мы дадим ему свой творческий потенциал, отдых, когда мы ему дадим, то есть на творчество, возможно, в этом ребенке не больше каких-то интересов экономики, а возможно, у него лежит очень талантливый ребенок. Как мы это будем распознавать? Да, это распознается именно как раз-таки, почему я так говорю, потому что в свое время, когда я учился в обычной школе, то есть мой преподаватель сказал моим родителям: ваш ребенок особенный. Он, хотя сам был художником, он видел во мне большего художника. То есть он говорил: да он же даже быстрее меня рисует, лучше меня нарисовал, смотри, голубя. Да? То есть обратите на него внимание, а я-то учился в ауле. То есть в город срочно ему надо, вот как-то так. То есть таким образом и определяется, в принципе. Потом я за то, чтобы в программах ввели... Да, дети ходят по концертам, бывает иногда обязывают, но так как это все связано с акиматом, и вообще за то, чтобы в программы ввели еще какие-то культурные, кроме изобразительного искусства, труда и музыки, еще какие-то часы для выставок. То есть наши почему-то даже с родителями, они не ходят даже в единственный национальный музей. Хотя там очень много всего интересного, да? То есть раз акимат умеет заставлять, так скажем, да, пусть тогда в программу ведет, освобождая детей на пару часов. Те же выставки, почему нет? Вы представьте, у нас в галерее, в принципе, немного в Астане, но представьте себе, ребенок... Пустует, да? Да, но представьте, ребенок, который ходит в год, если в месяц один выставка, да, там в одном зале, и посещает 12 выставок, столько информации, столько у него в голове, столько кругозора. То есть мы все время говорим о том, что ой, там за границей вот так, дети вот так. Да нам нужно самим практиковать. Нам, тем более эти музеи, галереи все бесплатные. Ну, соответственно, выделите автобус, пожалуйста.
Вас встретит гид в любом галерее выставочном и расскажет про художников. В целом, это же это разве мешает математике или биологии, химии, опять же, да? То есть, Нет, это только еще. вот, мне кажется, вот этого не хватает. Должен быть контраст какой-то в ребенке. То есть он не должен все время стать каким-то умным, который будет только думать об экономике. А вообще, как раз таки сейчас, в данный момент в мире, как раз таки в развитых странах больше деньги выделяются на культуру, для развития культуры. То есть это и есть экономика. Просто, к сожалению, мы никак не догоним их, и вряд ли сразу так догоним. Но практика показывает, да, что в первую очередь это обязательно поддержка культуры, неважно, музыка, это изобретательное искусство, еще что-то. То есть это очень важно. Нам это надо понять. Пока мы это не поймем, мы не догоним ни экономику, ни, так сказать, науку, а культура у нас почему-то в конце. Я вообще в шоке. Так не должно быть. Так не должно быть, да, потому что немногие понимают, скорее всего, вот те, кто, наверное, как говорится, где учился, там и пригодился, да? Вот, вы, я, там еще, может быть, художники, хореографы, я не знаю, киношники. Мы понимаем, как никто, что в культуре это будущее нации. На сегодняшний день это такая очень наболевшая тоже тема. Да, нам нужна конкретная идеология, вот идея, да, вот у нас есть программа четкая, небольшая, но конкретная. И когда мы будем это знать, возможно, мы к чему-то придем. Это то же самое с целью, мы с вами это прекрасно знаем. В принципе, в Казахстане живут очень много людей бесцельно, соответственно, они не могут ни там пригодиться, не знают, чем заняться. То же самое в Казахстане, у нас нет конкретной цели. Почему турки знают? Даже вот Эрдоган говорит, если мы говорим об идеологии, он конкретно говорит, у нас есть мечети. Хотя бы так. То есть он говорит о том, что вот мы народ мусульманов, мы верим в Всевышнего, то есть за нами мечети, он вот так говорит. Так открыто. То есть уже понятно, ты понимаешь, и в принципе ты чувствуешь, когда ты попадаешь. Если люди были в Турции, они это понимают, и в целом ты понимаешь и чувствуешь, что на самом деле эта идеология работает. Это чувствуется там. Вот наши родители часто, да, за столом, в беседах вспоминают советскую идеологию. С какой-то такой... Но она же была. Да, с какой-то некой вот иногда даже ностальгией. Ну, конечно. Да, ну нас вот, мы с вами, наверное, дети независимого Казахстана. Мы в первый класс пошли, и Казахстан стал независим. Допустим, я не была пионером, да, ну мы одногодки с вами, мы не были пионерами. И в первом классе появился все, Нурсултан Абишевич Назарбаев, наш президент и независимый Казахстан. То есть мы с вами, ну, мы не затронули дедушку Ленина, ну, где-то в садике, слышали так отдаленно. Все равно, да, что-то было, да. Да, что-то такое вот очень, так скажем, фрагментарно. Ну, а наши родители, почему с такой вот какой-то ностальгией вспоминают советскую идеологию? Потому что она была очень сильной. Работала. Да, люди понимали, люди бросали все, шли на парад с вот этими транспарантами «Мир, труд, май», 1 мая, да. Вот этот пионер всегда готов, красный галстук. И не дай бог, что ты там что-то там натворишь, этого тебя галстука лишат. А это же ведь как смерть, лишение этого галстука, да. Или там у меня дядька родной, вот он, сейчас его уже нет, он мне рассказывал как-то. Я, говорит, был трактористом всю жизнь за вот этот вот флажок, который вот трактористом за лучшую работу на капот, вот этот вот флажок. Да я ради этого флажка, я неделю не спал, я не ел, я столько поля пахал. Я ему всегда говорила, дядя Манджоуян, да, а что это, ну, что с флажком-то? Ну, гордость берет. И даже премии нет. Но флажок на капот, понимаете? То есть, возможно, да, нам вот сейчас не хватает какого-то вот этого флажка, да, вот если утрированно говорить, чего-то такого, за что бы вот мы прямо стройными колоннами пошли. Мы немножко разрознены, что ли. Не тем путем, возможно, идем. Возможно, мы часто оглядываемся. У нас нет конкретно своего мнения. Вот это, скорее всего, и нас губит в целом. Да. Ну и, соответственно, мы тормозим. Да, мы с вами без конца уходим в политику. Это факт, потому что на самом деле... Два человека искусства встретились и уходят без конца в политику за беседой. А скажите, пожалуйста, Бейбут, вот вы казахстанский художник, вот мне нравится вот это само словосочетание. У нас, у композиторов есть понятие национальный композитор. У вас же тоже есть понятие национальный художник. По каким критериям можно вообще считаться национальным художником?
Что такого, вот, ну, к примеру, утрированно, я вот художник, что я должна сделать, чтобы вот завтра про меня сказали, вот, к примеру, национальный художник? Какие-то работы определенные там. Ну, конечно, опять же, это в интересах самих художников, что он хочет сказать и что оставить. Вообще, школа, которую мы проходили, опять же, это больше европейская, западная, да, так скажем. И сейчас, когда я уже в поиске именно технической части, мне больше чего-то хочется, чего-то своего. Опять же, возможно, временно отказаться от кисти, там, использовать, к примеру, в моей практике камша, да. Я, кстати, вот видела у вас в соцсетях. Да, ну не могу сказать, конечно, что это прям от этого работа становится прям супер казахским, но все же я чувствую себя больше, наверное, в этом как-то... Это ближе мне. Почему? Потому что я сам вырос в ауле, тем же камшом я гонялся за теми же домашними животными, да, то есть как бы... Но когда ты что-то пробуешь, отталкиваясь от своих каких-то корней, от того, что тебе знакомо, это делает работу больше каким-то национальным, не знаю, возможно, казахским. Да, абстракция, понятие к нам пришло из Запада, из Европы, но все же, когда ты его пробуешь, какие-то нотки делаешь из материала каких-то казахского акцента, она, работа созвучна уже по-другому, она звучит по-другому, и когда спрашивается, ты говоришь, да, я использовал именно камшу, то есть в своих интересах рассказываешь, почему да как. То есть, это интересно, то есть, понимаете, то есть как-то вот как-то так, в моем понимании. А в целом, в первую очередь ко мне приходит сразу Абельхан Костеев, наш... Вот вы переходите к моему вопросу. 3 национальных художника для вас. Вот, Абельхан Костеев однозначно, потому что человек, во-первых, можно сказать, без образования уже показал свою сущность как казах, которую, как он сам говорил, мен сол қойдың жүні мүйізіне қарап үйрендім деген сияқты, анамның кесте тікеніне қарап, то есть он как-то көргенін начал реализовать именно в своем творчестве, и, соответственно, это чувствуется. Да, это, то есть он учился от природы, именно казахской степи, от родителей, от то, что он видел, ну как маленький ребенок в ауле, можно сказать, вырос. То есть однозначно в его работе это чувствуется, атмосфера, тема, да, вот это вот все классно. Так, еще почему-то мне сейчас приходит Сидоркин художник. Почему? Потому что, наверное, он один из классных художников, который, если даже он не был казахом, он классно раскрыл образ, сюжет казахов. Он классно стилизовал, он классно передал в целом атмосферу. То есть именно вот почему-то у него очень классно получилось вот это. Возможно, это взгляд со стороны, и это почему-то у него в творчестве очень хорошо откликнулось. И я считаю, да, что его вклад, и в моем понимании, вот один из таких художников, который привнес свой вклад. Брусиловский тоже считается национальным композитором. Да. Сидоркин тоже смог. И 3. Так, давайте из ныне живущих, из современных, так сказать. Ну, сейчас в основном больше, так скажем, известный, или же, так сказать, если глобально взять, художники, работающие в современном направлении, именно вот, скорее всего, это Саид Атабеков, потому что мало того, что его знают за границей, как известного художника, мне в нем нравится то, что он сам практикующий казах, а не так. У нас просто часто бывает, что художник казах, но не практикует свой язык. То есть, а работа, она более естественная и более правдива, когда человек понимает, о чем говорит, то есть на языке, на своем языке. То есть, и когда смотришь на его работы, те же кукпары, темы национальные, которые переходят в какие-то глобальные проблемы, возможно, опять же, внутренние какие-то конфликты, да. Саид Атабеков, шымкентский художник, из группы «Кызыл трактор». Вот оно как. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Бейбут, а вот вы сами себя к национальным художникам относите? Ну, скорее всего, да, потому что я об этом недавно думал, потому что все темы, которые затрагиваются, это, опять же, корни моей истории,
все, что связано сейчас, это опять же, где-то оно уходит в глобальное, но всегда больше внутреннее. То есть, и когда ты поднимаешь не темы какой-то просто красивые вещи, там, не знаю, там, чего-то там абстрактного, и не только, да, то есть, а вот даже, вот я же говорю, даже абстракции делаю камчой. Это тоже, наверное, говорит о том, что я... Ну, вы в поиске вот такой своей идентичности, видимо. Ну, мы, я считаю, по жизни будем в поиске. То есть, мне кажется, нету конечного вот этого вот все я. Тем более, когда ты творческий человек, ты всегда практикуешь, ты всегда что-то ищешь. Мне кажется, ты, если ты остановился, мне кажется, все уже. Наконец-то. А зачем тогда как бы, творить дальше? Не знаю, это не могу. Я такой художник, который любит по жизни творить, там, делать какие-то всевозможные коллаборации, поиски, практики. Эксперименты. Да, но, опять же, отталкиваясь, мы же всегда делаем то, что лучше, то, что нам больше знакомо. Мы же не можем со стороны, чего нам, так сказать, тема, если сырая. И работа сырая получится. Зачем? Совершенно верно. А если взять обычный народ? Вот в народе бытует мнение, значит, если вот национальное изобразительное искусство, то обязательно вот в этой работе должна быть изображена юрта, стадо лошадей, Батыры. да, батыр какой-то там, вот прям, я не знаю, на коне. Ну или домбра хотя бы, тогда национальная. Как вы думаете, наверное, есть какие-то образы, методы, которые могут выразить национальную идею, не затрагивая то, что я сейчас перечислила? Ну, конечно, это зависит от самого автора, да, то есть как он может раскрыть тему, Его не чувства. не затрагивая то, что вы сейчас перечислили. Опять же, образованность его, дальновидность. И как-то связать, возможно, все, что наше в истории и в сегодняшней действительности. Сделать какой-то интересный переход, коллап, но при этом так, чтобы это было не откровенно, просто пейзаж, степь. Да? Но опять же, если, к примеру, классический сам же Орхан Хастеев изобразил нам понятный пейзаж, там, с понятной погодой, с теми же горами, животными, домашними, да, с стадом баранов, там, лошадей, чего-то еще. Опять же, в моем понимании, я мог показать степь без присутствия, опять же, того же домбры, батыров, тех же лошадей, да. Это можно очень классно сделать, чтобы это было созвучно, очень красиво, при этом живописно. То есть это говорит о том, что ничто не стоит на месте. То есть иногда нам кажется, неважно, в музыке, хоть и в живописи, хоть в литературе, что все заезжено, все как бы это было. Но нет, и мы эволюционируем, мы находим новые методы. Та же самое масло, краска, да, если вы использовали еще, к примеру, там в 15 веке, да, до сих пор пользуется, до сих пор живопись живет. То есть с этим материалом можно настолько вещи интересные делать, которые, в принципе, не делал в свое время там тот же Репин, тот же известные художники, как Леонардо да Винчи. Нужно искать. Да, это же вы же не можете из нот 6 известных нот говорить, что все, больше музыки не будет. Такое. То есть то же самое с этим материалом можно просто больше практиковать, больше искать. Ну, если, конечно, у тебя внутри все такое национальное, и ты понимаешь свой народ, ты думаешь о своем, как бы все твои мысли переходят через твой язык, твое понимание. То есть ты, соответственно, и можешь и там это все связать через краску, как-то передать. Да? То есть, но это зависит от навыка, от практики, от таланта, от способности. Ну, скорее всего, от практики. Понятно. Вот я сейчас разговариваю с вами и думаю, в прошлом выпуске мы тоже об этом говорили. Наверное, в нашей стране нужен какой-то комитет по сохранению национальной идеи страны, что ли. И если будет такой комитет, я не знаю, департамент, возможно, да, может быть, мы с вами этого уже не увидим, да, возможно, это будет в далеком будущем. И здесь вот у меня вот такой вопрос возникает. А с кем бы этот комитет работал? Возможно ли вообще национальную идею пронести и народу передавать вот через наши творения?
творения музыкантов, композиторов, художников, хореографов. Конечно. Я же говорю, к сожалению, большому сожалению, у нас в Казахстане культура поддерживается очень слабо. Я бы сказал, даже не поддерживается. Художники, в принципе, сейчас существуют чуть ли не... А вы знаете, даже, воспользуюсь, чем могу сказать, что в Конституции даже нету, так сказать, законного места для художника. То есть нас даже не внедрили туда. До сих пор сами по себе где-то витаем. А пора уже говорить, что есть статус художника. То есть статус художника не оговаривается до сих пор. То есть это основная проблема, да, я считаю. И почему это так случилось, я тоже не знаю. Но опять же, в интересах тех же самих художников только. То есть, да, если будет какая-то поддержка творческих людей, да, интеллигенции, культуры, то, конечно, будет какой-то все-таки... Практическая польза будет от нас. Ну, однозначно. Вот, соответственно, и нету никакой поддержки финансовой, даже моральной, да, куда уж идти. А какой может быть идти речи, что это для кого мы делаем? Для чего мы это все делаем? Конечно же, для народа, для растающего поколения. Почему мы преподаем десятками лет дальше? То есть мы же оставляем какой-то определенный след, мы оставляем в умы какое-то знание очень нужное, важное. Прививаем любовь, Прививаем также критическое свое мышление. Да? Патриотизм мы прививаем. Однозначно. То есть это все должно вообще в первую очередь волновать всех, я считаю. Тех же родителей, того же правительства. Они должны, в принципе, в хорошем смысле кормить творческих людей, чтобы у нас было с вами больше времени для творения, для больше созидания. Сейчас вот эта проблема у нас общая. Смотрите, если в советское время у композиторов был государственный заказ, там столько-то, столько-то тебе, Айсулут, они оплатят, а ты напиши казахскую оперу. Ну, что бы Айсулу бы не написала бы, Да. не уволилась бы со всех своих 3 работ, не закрылась бы в квартире и день, и ночь, да. и день, и ночь на какой-нибудь сюжет, там, я не знаю, царицы Тамирис, там, или Баян Батыр, да, вот. Что бы я не воспевала бы, но сейчас нет этого, точно так и у вас художников нет. Да, к примеру, если бы вы создали, к примеру, как автор, или же из вашей песни бы начал созвучно идти к народу и доходить до сердца произведения какое-то, да, соответственно, я бы, возможно, как художник услышал эту музыку и, соответственно, вдохновился. Да. Возможно, у нас бы был коллаб. То есть у нас не должно быть сейчас так, что мы врознь, каждый художник отдельно, музыканты отдельно, все как-то выживает. У нас должно быть как-то взаимопонимание, взаимовыручка, поддержка, коллаборации. Это произойдет только лишь тогда, когда у нас будет больше времени для творчества. Просто У так нас это его не нет, появится. потому что мы занимаемся Вот тем, я сейчас что об мы этом. кормим наши семьи. Да. Же. То есть мы сейчас не об этом думаем. Если, да, у нас было бы времени, как за рубежом, да, и они вот деньги определенно выделяют, то есть я могу сесть, да, думать, что я могу сделать такое на эту тему, да, интересно, какую бы выставку, какую тему поднять, какую бы пользу нести. Позвонить мне с музыкой, встретиться с художниками, с музыкантами, да, там, с композиторами. Оно так и должно, так как и было раньше. То есть время для творчества, то есть художник занимался у себя в мастерском, творил во благо народа, музыкант то же самое. То есть, Салик, а сейчас, к сожалению, видите, все до экономики, до знаний, не до культуры. Соответственно, я еще раз повторю, что культура, к сожалению, наоборот, должна быть на первом месте. В том же остальное. Вот эта вот проблема, она во всех, кстати, видах искусства есть. Сейчас я знаю, что у хореографов, например, большая проблема в том, что если даже и ставят какой-то спектакль национальный, постановщик-то все равно из-за рубежа приезжает. Есть такое. Но у них хоть, я бы сказал, как бы, хоть проблема основная решена, как со своим зданием, да, то есть. А у нас же у художников даже своего же академии ничего нету. То есть мы обязательно прикреплены к музыкантам, возможно, к другим. Но, опять же, да, то есть у нас нету даже отдельного своего здания, чтобы мы учили только художников, чтобы это было внутри. Кстати, нет специального учебного заведения. Я сейчас об этом говорю, да, то есть, ну да, у хореографов не было, сейчас у них есть. Сейчас есть Академия хореографии, Да. Музыку, значит, Это здорово. вещает университет искусств Айман Кужебековны Да. и Алматының консерваториясы.
Тургенева у нас обучает. Ну, это все Калав, конечно, Да, в основном там все равно. Да. А вот так вот специального учебного заведения, вот прям видите. изобразительного искусства, К как сожалению, такого. это большая проблема. Это основная проблема. В моем скромном подкасте, друзья, сейчас вот мы подняли очень такую тему, прям, которую никто нигде не вещает. Вещает, возможно, просто не доходит. Просто, может быть, не доходит. Мы будем надеяться, что наш подкаст все-таки посмотрят нужные люди и все-таки сдвинется вот эта замечательная наша тема. Мы с вами начали от национальной идеи и перешли к насущным проблемам вообще людей искусства в Казахстане. Проблема везде. Да, проблема везде есть. И эти проблемы нужно поднимать. Я рада, что мы сегодня с вами поговорили. Мы с вами знакомы давно, но как-то все время по работе и специальной такой встречи, когда мы вот о нашем общем, о наболевшем поговорим. Эта встреча состоялась только сегодня, когда мы с вами уже знакомы, по-моему, лет 8, да? Да. Вот. Я благодарю вас, Бейбут, за то, что вы пришли сегодня на эфир. Я знаю ваш огромный потенциал, я видела ваши муралы, которые украшают нашу столицу. И желаю вам творческих успехов. И мне вообще в целом хочется, чтобы таких неравнодушных людей, неравнодушных художников, как раньше вообще на всех говорили, свободный художник, да? То есть и музыкант был свободный художник, и хореограф. Вот таких художников, таких мастеров, как вы, было больше в нашей стране. И, возможно, вот что-то изменится у нас еще больше в истории. Спасибо большое за приглашение. Конечно, без веры мы, как говорится у казахов, мецет шайтан. Мне очень хочется верить, что в новом Казахстане на самом деле будут новые умы, новые интересы во благо народа, во благо нашего государства. Вот. И вам, конечно же, ваша передача, и вам лично. Спасибо большое. Процветания вам. Спасибо. Конечно же, вдохновения и прекрасных произведений. Спасибо большое. Вот, кстати, в этой же связи на прекрасные произведения сейчас у композиторов Казахстана совершенно мало времени. Потому что мы тоже работаем на кафедрах, кто где, кто-то в театре, кто-то в филармонии, кто-то в университете, в колледже, в школе преподает. И где-то между рабочими буднями пишем наши произведения. Все по той же причине, что и вы, художники. Спасибо большое, друзья, за то, что выделили время, послушали нас. Ждите новый выпуск. Благодарю нашего гостя и прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всего доброго.